Итак, друзья, что хотелось бы отметить. На двух этих надземных солнечных могильниках и на башенном комплексе, как и во всех башнях, которые находятся в высокогорной Чечне, находится ступенчато-пирамидальная крыша, чтобы было понятно. Я понимаю, что некоторые норвежцы любят там говорить, что только у нас, что только мы. Я нисколько не оправдываюсь, но хочу сказать, что во всей горной Чечне, начиная от, грубо говоря, от Дарьяльского ущелья и заканчивая непосредственно Кистинским хребтом, ныне называющийся Андийским хребтом, все почти что башенные комплексы находятся в ступенчато-пирамидальном виде, эти крыши. Чуть-чуть они разнятся друг от друга, но в основе своей, именно на нашей территории, они именно такие. И плюс к чему, почему я это говорю, не только там, но и на надземных захоронениях именно такие же, как вы видите, можете посмотреть, крыша, этот камень, который на самой верхушке макушки. Кроме того, даже те, вон, видно отсюда, нет, не знаю, вон есть подземный, чуть-чуть видно подземный, и даже на нем слегка даже видно захоронение, могильники находятся в пирамидальной крыше, ступенчатой крыше. Поэтому все сказки, которые рассказывают некоторые норвежцы о том, что якобы у нас или наша архитектура похожа на соседнюю дагестанскую или на соседнюю ингушскую, это все является сказкой. Даже хочу еще один момент подметить, ради тех людей, кто исследует и интересуется историей. Данные башенные комплексы, вы посмотрите, каковы камни на этих башенных комплексах, как они сложены. Они очень сильно отличаются от тех же башенных комплексов соседней Ингушетии или соседнего, если даже есть, Дагестана. Четко оточенные камни, выложены они по-своему, то есть даже отличие от ингушских башен есть очень сильная разница, они отличаются. Не только они отличаются, но даже те же надземные могильники, солнечные могильники, они отличаются. Хотя, если вы по структуре посмотрите, какие камни выложены, как они выточены. В Чеченской Республике, в Нохчичеве, в каждом районе, начиная и Тумкалинский, Галанчожский, Шатойский, и Тумкалинский, Шаройский, Чеверлойский район, все камни, как кирпичики, выточенные и ровные в основе своей. И причем они все даже друг от друга по меньшей мере отличаются. Они все похожи, но от ингушских они отличаются. И у всех у них пирамидальная ступенчатая крыша. Поэтому не нужно рассказывать сказки. К сожалению, в нашей Чечне, на нашей родине, все почти что вы видели, сколько ссылок скидываю я и мои коллеги, друзья, исследователи. Башенные комплексы очень сильно уничтожены. Они уничтожены во времена Кавказской войны. И из-за этого, конечно, мы каждый башенный комплекс, как зеница ока, показываем. Их не так много, но даже несмотря на все эти кошмарные разрушения, в Чечне больше всего башенных комплексов, больше всего петроглифов, солярных знаков. Тот, кто хочет опровергнуть это, не нужно писать злодебные, пафосные слова, разводить бурю в стакане. Приезжайте в Чечню, я вместе со своими друзьями повезем вас в горы, вы посмотрите каждый башенный комплекс, сколько на нем петроглифов и всего остального. И для сравнения потом узнаете, где их много, или есть ли они, или нету. Так что всем удачи. Я надеюсь, что сегодняшний репортаж вам понравился. Огромная благодарность моим братьям, друзьям, моим подписчикам, которые меня смотрят. Лайкайте, делитесь. Братьям Мелхей Майствой, огненный салам. Вы просто красавчики. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.